Мадин, Привет, Зарин. что читаешь? Ты знаешь, пока мы готовились к эфиру, я решила не терять время зря и почитала биографию знаменитых женщин. Вот посмотри, очень интересно. Ну, слушай, Клеопатра, княгиня Ольга, ну, они прям правительницы, не просто женщины. Да, ты знаешь, власть не всегда принадлежала только мужчинам. И в те далекие времена женщина тоже могла быть сильной. Мне кажется, впрочем, как и сейчас. Но тема довольно-таки сложная и спорная. Давай все-таки узнаем, кто в доме хозяин. Мне кажется, отличная тема и будет очень интересно. Сегодня в эфире дневного шоу «Между делом» мы ее и обсудим. Ну что ж, Начинаем. начинаем. Традиционно хозяином в доме принято считать мужчину, так было испокон веков у разных народов. И сейчас предлагаю обратиться к истокам и узнать, какие были ценности в осетинской семье и как выстраиваются права и обязанности мужчины и женщины сегодня. Ну что ж, у нас в гостях младший научный сотрудник СОЭКСИ Батрас Бетиев. Здравствуйте, Батрас. Батрас. Как всегда, очень рада вас видеть в студии. Уже предвкушаем, что вы нам сегодня очень много полезной и важной информации расскажете. Жду ваших вопросов. Батрас, ну почему исторически сложилось, что мужчина главный в семье? Ну, потому что если вот взять и даже из животного мира, то самцы, они добытчики. Они приносят еду, то есть жизнь вот, животных тоже зависит вот от самца. Примерно то же самое, ну, человек тоже произошел от животных. И вот сохранялось. То есть мужчина-добытчик, мужчина должен содержать семью, а женщина заниматься домашним хозяйством. То есть Именно мужчина физически всегда сильнее, физически чем сильнее, и самое главное, мужчина-добытчик. То есть он приносит, а женщина занимается домашним хозяйством. Это было даже у наших далеких предков, и человекообразных обезьян, и австралопитеков и так далее, и у хомо сапиенсов первых. Вот такое разделение было. То есть в осетинской семье распределялись обязанности четко. Мужчина был добытчиком, а женщина хранительницей семейного очага. Ну, касаемо осетинской традиционной семьи, да, так и было. Мужчина добытчик, а женщина занимается домашними делами. Была даже такая присказка, что мужчина в доме гость. То есть мужчина занимается делами вне дома, а женщина домашними делами. Угу. А вот сейчас уже, спустя много столетий, когда немножечко уже стерлись такие границы, и женщина может наравне с мужчиной зарабатывать параллельно, да, так скажем, являться добытчицей тоже в семье. Вот как вы считаете, в современном обществе, как сейчас распределяться должны правильно роли внутри семьи? Ну, внутри семьи, как мне кажется, смотря кто больше трудится. Если больше трудится мужчина, то, конечно, ему примерно как было раньше. А если трудится больше женщина, то пусть мужчина тогда возьмет на себя обязанности по домашнему хозяйству. Даже касаемо наших предков, да, мужчина был хозяин в доме, да, но вот главная женщина, овщин, хозяйка дома, у нее были права наравне с мужчиной. И в доме, можно даже так сказать, что она была даже вот, главенствующее положение занимала, потому что она распределяла вот, домашние дела. К ней прислуживали что мужчины, что женщины, то есть мнение младшие. женщины в осетинской семье, оно имело вес тоже. Старшая женщина, да. Вот есть даже такая зарисовка Махабека Сафаровича Туганова, Батиева Гадзи, который везут на совет в Дагом. То есть главное судилище Осетин было в Дагоме, Тархон. И то есть эта женщина отличалась незаурядными способностями, она была очень умна, что и делает такое уважение, что ее с делегацией из Даргавса она отправляется в Дагум. Это через ущелье. То есть Дагум это Лагирское ущелье, а Даргавс это Но ведь это женщина ущелье. уже, которая старшая. Да, это старшая женщина, да, вшин. А молодым оставалось только подчиняться старшим по возрасту, прислушиваться, набираться у них опыта. Угу. Батрас, но существует мнение, что глава семьи, он всегда строгих правил человек. То есть действительно ли он выстраивает какие-то правила через вот эту свою строгость и
настраивают на дисциплину своих членов семьи. Да, но знаете, есть одно «но». Он должен быть строгим, но в то же время он должен заслуживать уважения. Опять же, возьмем наших предков. Вот эти традиционные правила, они касались и мужчин. То есть молодых невесток, они же не разговаривают со взрослыми мужчинами. И там, где находятся молодые девушки, невестки, вот взрослому мужчине находиться было стыдно. И еще он тоже должен был проявлять к невесте, к младшим достойное уважение. И при входе молодой невестки приставали даже старшие, то есть выказывая уважение. То есть все было обоюдное. Достойного старшего уважали младшие. Он должен был быть достойным и примером для подражания. Сейчас, наверное, уже не так строго соблюдаются какие-то определенные такие традиции, обычаи, которые были раньше и которые соблюдались нашими предками, но все же, как правильно себя женщине вести внутри семьи? Да, ведь и сейчас, мне кажется, мы чувствуем то, что правила есть какие-то, мужчина главный все-таки. Ну, самое главное, что женщина должна уважать и достойного, заслуживающего уважения мужчины, если в семье такие мужчины, то их должны уважать, чтобы она тоже заслуживала уважения. Опять же, возьмем наших предков, то есть вот такие женщины, которые достойны уважения, вот, которые вот стали хозяйками дома, и у них был такой почет, что ни один мужчина до такого почета не мог даже расти, то есть и среди женщин, и среди мужчин. Ну, то есть когда-то и эти женщины были молодыми невестками в своих семьях? Да, и они набирались опыта, они показали себя благочестиво, за всю жизнь очень хорошо. И, это проявлялось только в хозяйстве? Нет, везде. То есть вот к такой женщине прислушивались. Вот я же рассказал, опять же, вот на Тархон женщины крайне редко могли принимать там участие. Но вот Батиева Газена заслуживала такого почета, что ее с Даргавса туда она отправилась. И еще вот наши предки все-таки были мудрые, чтобы не было в семье конфликтов. Конечно, младшие знали свое место, каждый знал свое место, была строгая иерархия. Но молодые невестки, девушки по дому делали все, что угодно. Ну, убирали, стирали, вязали, пряли, обрабатывали кожу и так далее. Но готовила всегда вшин. То есть на кухне была одна хозяйка. А еще вот такое особое положение вшин заключалось в том, что у нее были ключи от кладовой, и только она могла туда входить, и должна была быть сильная хозяйка, чтобы запасы семьи растянуть на год. Без ее разрешения туда никто не мог зайти. Даже мужчины. То есть, например, мужчина-охотник принес, например, тура, разделал его, как полагается, и передал в чин. Она это в кабисе, как полагается. Дальше уже хозяйничает она. Дальше она уже хозяйничает. Мужчине вообще заходить в кабис считалось постыдным. А молодые девушки только с ее разрешения. И готовила только овщин. Очень чтобы интересно. не было конфликтов. Ну что ж, я предлагаю пригласить нашего следующего гостя и присоединиться к нашей беседе. Руслана Туаева, председателя Высшего совета осетин. Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте. Заместитель. Присаживайтесь. Очень рада вас видеть у нас в гостях. Спасибо. Добрый вечер. Здравствуйте. Какое у вас мнение по поводу того, кто же в доме хозяин? Ну, я предполагаю, что мужчина в доме хозяин, вы это будете подтверждать. Ну, одним словом это невозможно, наверное, сказать. Есть одна хорошая поговорка, ну, по-астински лучше звучит. Мужчина – голова, а женщина – шея. Куда шея поворачивает, туда голова и поворачивается тоже. Поэтому все взаимосвязано. Нельзя вот так вот однозначно утверждать, кто-то хозяин в доме. Я считаю, что и мужчина, и женщина равны. Что сейчас, ну хотя, может, раньше не совсем это соблюдалось, но главное – конечный результат. Если воспитаны дети правильно, вот это я считаю, что оба главные в семье и воспитали своих детей правильно. Что касается детей, ведь дети потом в свои семьи привносят эти же правила. И я предлагаю вам посмотреть фрагмент из кинофильма «Дезертир».
режиссера Измаила Бурнацева. И дальше мы продолжим беседу. Сын наш вернулся. Кто вернулся? Суслан. Вчера ночью. Суслан? Как вернулся? И где же он до сих пор? Устал он очень. Спит на чердаке. Погоди, погоди. Почему на чердаке? Ты не волнуйся. Из плена он бежал. Из плена? Не кричи, Чермен услышат. Он не ранен случайно? Нет. Почему же он не вернулся в часть? Разве ты не знаешь, что бывает с теми, кто в плену побывал? Так что, он не собирается возвращаться на фронт? Отсидеться решил? Пусть немедленно убирается. Сейчас же! Куда? На фронт! Пусть кровью смоет свой позор. Он ничего плохого не сделал. Поговори с ним. Ничего не хочу знать. Пусть немедленно возвращается. Мы укрываем в доме дезертира. Он о нас подумал. Как людям в глаза смотреть будем? Как людям в глаза смотреть? Ну, давайте мы поговорим о воспитании мальчиков. Все-таки он сын, но почему-то отец не принимает выбор. Я смотрел этот фильм и не раз, но это правильно. Мы воспитаны в таком духе, что каждый астин – это настоящий мужчина. И он должен защищать свою родину. Которые не хотели идти на фронт, даже вообще со мной согласятся. Если в армию человека не призывали, раньше за такого парня и не отдавали девочку. Значит, он ненормальный. Если он не отслужил, если долг воинский не отдал родине, значит, он ненормальный, недостоин он, чтобы женился. Поэтому не только сыновей, разница какая? Просто пол разный. А так и девочки должны быть патриотами, и мальчики должны быть патриотами. Я просто, пользуясь случаем, хочу сказать, очень часто вижу и слышу там, и в интернет выставляют разные эти похабные слова. Вот это чести никому не делает. Даже девочки. Я волосы дыбом встают, когда я от девочек это слышу. Я могу пример от себя привести, это я не хвалю себя, но никогда даже супруга от меня нецензурное слово не услышала. Поэтому как мои дети могут где-то на улице себя плохо вести? То есть это пример, которым вы являетесь в первую очередь для своей семьи? Каждый должен своим примером доказывать. Если я буду сквернословить, какой я пример подаю и кто меня будет слушаться? И вообще же есть, у нас бытует такое мнение, каждый человек сперва представляет лицо своей семьи, да, потом своей фамилии, потом своего там селения и улицы, а потом уже всей Осетии. А дальше и Россия. Руслан, раз уж мы заговорили о воспитании детей, вот в осетинских семьях появление ребенка меняло как-то уклад внутри семьи? Это в былые времена или... В былые И времена. в былые времена, Да, и и как сейчас про тоже наше об этом время тоже поговорим. поговорим. В былые времена тоже по-разному было. Кто-то радовался сыну, это продолжитель рода,
А некоторые, вот вчера буквально был там давнишний Темирханов Сослан, случай был такой, можно я приведу? Конечно. Захотел жениться, и за Колым запросили большой. Я к тому это начал рассказывать. И Колым запросили большой. Он не мог выплатить этот Колым, и ему вообще стыдно стало, как я должен жену себе покупать. И в итоге не отдали, а с девочкой они понимали друг друга. Девочка молодая, тоже любила его горячо. И в итоге записку написала, передали ему через кого-то и сказала: «Моей смерти прошу винить моего дедушки». Дедушка запросил огромный Колым, и он помчался тогда в ее дом. И с его входом в их дом раздался выстрел. Девочка в себя выстрелила, и он забежал, ворвался в комнату ее, в окровавленную ее видит, на руках вынес. Он был офицер военный, на руках вынес. И как раз дедушка этой девочки его встречает, и ему замечание еще делает. Когда это было, чтобы жених носил на руках девушку, на ком хочет жениться. Он любой бы, наверное, так бы поступил, не выдержал от большой любви и горе такое. И выхватил пистолет и застрелил этого дедушку. В итоге девушка выжила, они поженились, у них 3 дочерей родились. Я к тому говорю, некоторые радовались, что будет продолжитель рода, мальчики. Кто-то в старинные времена, когда держали там много скотины, все, и помощник, что будет за скотиной ухаживать. А некоторые радовались девочкам тому, что выдам хорошо их, удачно, Колым получу. И вот я пример это в связи с этим привел. Проблема. А на еще, самом мне деле, кажется, из тема. этой истории можно сделать вывод, что очень важна связь поколений и понимание между старшими детьми, и да. младшими, да? То есть важно... Связь поколений нужна была во все времена, особенно сейчас. И наши, как представитель Высшего Совета СТИН, мы вот особый вот сейчас упор делаем на то, чтобы с молодежью у нас было взаимопонимание. Мы проводим встречи в школах, в техникумах, в институтах, общаемся. Мы хотим знать, какое мнение нашей молодежи, о чем они думают, что они хотят, что правильно, чтобы мы уже и наши старшие, чтобы мы советовались, и как правильнее А в выстроить. случае, извините, а в случае, когда расходятся мнения, как находить Компромиссы какие-то. Компромиссы, нету такого дела, наверное, где нельзя найти компромисс. Потому как все в жизни нельзя вот в книге написать, что одинаково вот так-то, 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 и чтобы все придерживались. Это как устав военный. Так не может быть. И все находят потихонечку компромисс. Насчет еще хочу сказать, вот пользуясь тоже случаем, сейчас некоторые, вот, к сожалению, парни тоже и до 40 лет не женятся. Хотят, вот на кого-то смотрят, у них такая свадьба была, там с Москвы музыканты были приглашены, там такие эти были, танцоры приглашены, все, и хочу такую свадьбу. А в итоге, когда за 40 переваливает, за него тоже уже не хотят выходить замуж. Поймите, это же правильно. То есть семью нужно создавать своевременно. И тоже. еще по медицинским показателям тоже, если молодые поженятся, дети рождаются здоровыми. А когда уже это в норских сказаниях был самый последний, там был сильный и тому подобное, а фактически бывает так, что по молодости надо заводить детей, а потом играйте свадьбы, пируйте, что хотите, делайте. Главное, не пышные свадьбы организовывать. И у нас было и обращение к молодежи, чтобы, если кто-то, и некоторые вот и пользовались и во время пандемии, кто-то воспользовался и не делали больших свадеб. Главное, чтобы объединялись судьбы, чтобы взаимопонимание было. А обязанность родителей помогать им.
Конечно. Чем огромные свадьбы делать, лучше... И красивые слова. Ну да. Спасибо, Спасибо вам большое, большое, за что вашу пришли. мудрость, за то, что пришли, поделились, рассказали столько полезного и интересного. Будем ждать в гости снова. Вам Спасибо. 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 Вам спасибо. А у нас небольшая реклама, не переключайтесь. Ну что ж, кто считался хозяином в семье испокон веков, мы уже выяснили. Пришло время узнать, а кто же хозяин и кто управляет теми домами, в которых мы живем. И сегодня нам об этом расскажет наш следующий гость Руслан Рамонов, председатель Руслан. товарищества собственников недвижимости. Здравствуйте, очень рада вас видеть. Расскажите, какие же все-таки функции выполняет управляющая компания? И что вообще это значит, в принципе, да? Ну, начнем с того, что управляющая компания – это не домоуправление. Да? То есть это советское домоуправление, которое жило лет 25-30 на дотациях, его уже практически не существует. Сегодня управляющая компания – это профессионал, который для того, чтобы стать таковым, проходит обучение, получает сертификат в Госжилнадзоре в виде аттестата, где проверяются его знания. Там 200 вопросов, вы должны перед компьютером правильно не угадать, а ответить А какие примерно 96. А что такое управляющая компания, для чего она нужна, за что отвечает управляющий, какие функции, что требовать собственников помещений, что требовать с ресурсоснабжающих компаний в интересах своих собственников помещений. Вот, вы по результатам получаете аттестат, после этого имеете право получить лицензию. И после этого приходить уже к собственникам помещений, предлагать свои услуги для управления многоквартирными домами. Серьезная, А ответственная что- задача. Да, очень ответственно. А что чаще всего волнует собственников жилья? Какие вопросы вам приходится решать ежедневно? Ну, самый сложный вопрос для тех жителей, которые горожанами являются недавно, для них вообще не знакома система такого посредничества между собственником помещений и коммунальной структурой. То есть что такое управляющая компания? Она покупает на внешней границе, это внешняя стена здания, все коммунальные услуги. Газ, свет, тепло, канализацию, покупает услуги мусороперерабатывающих организаций в интересах своих клиентов. И сама транспортировка коммунальных ресурсов внутри дома стоит денег. А раньше управляющим компаниям, вернее, тогда они назывались домоуправлением, саму транспортировку оплачивали коммунальные эти организации. Да. А сегодня в их тарифах этой абонентской платы нету. Предполагается, что она находится в тарифе по управлению жилфондом. Ведь от управляющей компании до сих пор ждут техобслуживания, но никак не управления. А управление – это как раз и есть создание непрерывного процесса подачи коммунальных ресурсов в дом. То есть если мы оптом купили электроэнергию на внешней границе, по счетчикам зафиксировали показания приборов учета, то сам факт прохождения денежных средств за электроэнергию мимо управляющих компаний либо ТСН не означает, что мы не несем за это ответственность. Подтверждение тому многие арбитражные суды, которые, увы, проиграны управляющими компаниями, где разница между сборами внутри квартиры и общедомовым прибором ложится на нас. То есть получается такая картина. Оптом мы купили электроэнергию, продали своим жителям по той же цене, а издержки взяли на себя. Издержки покрываем платежами за управление многоквартирным домом. Другого платежа у нас нет, дотации нет в принципе. А как вы обеспечиваете связь с жителями? Есть такой институт, который должен быть в каждом доме, это совет дома. Что это такое? Значит, в каждом подъезде выбирается старший по подъезду, потом эти старшие по подъезду собираются в совет, выбирают председателя, официально общим собранием протоколируют, и этот человек становится таким коммуникатором между управляющей компанией и собственниками. Почему? Ведь многие работы скрыты, то есть их не видно. И когда даже вот управляющая компания их выполняет, она не может заниматься маркетингом. То есть мы пришли, вот это сделали. Грубо говоря, управляющая компания – это как доктор Хаус, да? То есть она лечит дома. Вот есть пациент, она быстро выполнила заявку, убежала к другому пациенту. Но перед этим председателю совета дома сказала: вы видели, мы были,
зафиксируйте наш приход, мы убежали к другому. То есть жильцы в какой-то степени тоже участники? В обязательном порядке, потому что совет дома, там, где он есть, там мало вопросов, для чего нам управляющая компания. А там, где вот их неохотно избирают совет дома, вот там и начинаются вопросы. То И есть конфликт. сейчас, можно сказать, не до конца, да, может быть, осведомлены той работой, которую вы выполняете, жители, ввиду того, что нет такой плотной связи между вами. То есть у нас не выбирают председателей. Не выбирают, либо неохотно, потому что когда собственник помещения, который часто через конфликт приходит к нам, то есть вот мы недовольны, и начинаешь перед ним открывать реальную картину вещей, что управленец — это тот, кто получил от вас деньги на управление вашим домом. То есть мы не инвестируем средства, потому что инвестирование — это совершенно другая стезя экономики, где, когда вы привлекаете заемные средства, там кредиты, содержание, обеспечение, то есть подписать квартиру в обеспечении, мы этим не занимаемся, мы управляем. То есть получили определенную сумму в месяц, и в рамках этой суммы мы должны обеспечить дом коммунальными ресурсами. И вот когда вы с домкомом эту вещь проговариваете, что-то арифметика, должно прийти со среднего дома, давайте скажем так, чек средний по Владикавказу 650 рублей в месяц по услуге управления с квартиры по управлению домом. Вот, согласитесь, это не такие большие цифры, тем более есть система защиты малообеспеченных граждан в этой области, есть центр субсидий. Я вам скажу, что сегодня по Владикавказу из 105 тысяч семей в центр субсидий обратилось 1200, что менее 1%. То есть причина неплатежей нам не малообеспеченность. Скажу так, портрет злостного плательщика точно не малообеспеченный человек. Но там совершенно другая картина. А почему так происходит, вот Может на быть, ваш и взгляд? граждане не осведомлены о чем-то? Ну, аккуратные плательщики, пенсионеры, мы это прям видим, когда пенсия приходит, сразу платежи растут. Почему не осведомлены? Многие злоупотребляют своим правом, своим служебным положением, пытаются управляющую компанию как самое слабое звено в этих взаимоотношениях, так игнорировать. А может быть, не хотят ответственность на себя брать? Собственники помещений не хотят ответственность брать на себя. Для этого мы и есть, чтобы переложить ее на возмездной основе на нас. А нас перекладывают свою ответственность безвозмездно. Вот это и есть предмет конфликта. А что касается капитального ремонта? Тоже очень актуальная тема. Вам подвластны такие? Нет, значит, мы, как управляющая компания, либо как ТСЖ, имеем право у регионального оператора забрать те платежи, которые предназначены для капитального ремонта. Это абсолютно отдельный вид платежей, который аккумулируется в течение десятка лет. Вот у нас сейчас есть республиканская программа, которая до 2037 года работает. Эти платежи аккумулируются, и они предназначены сугубо для капитального ремонта. Управляющие могут себе его забрать, если проголосуют собственники помещений. У нас есть ряд ТСЖ, которые решили такой эксперимент сделать. Насколько он успешен, насколько он для них дополнительное бремя, это тоже факт. То есть у них просто возникает еще один, скажем, предмет администрирования. Еще бороться со злостными неплательщиками в этой части. Спасибо большое, Руслан, за информацию. Я думаю, жители прислушаются и будут действовать с умом. Что ж, посмотрим еще один опрос. Да, и вскоре вернемся в студию. Спасибо вам. Мужчина, конечно. Мама. По-моему, кажется, и отец, и мать. Нет главного человека, они оба главные. Я думаю, что отец, но мать должна уважаться как хранительница очага, и к ней должны прислушиваться. Я думаю, в Осетии особенно это мужчина. Мужчина. Почему? Он глава семьи, деньги зарабатывает. Мужчина. Почему? Мужчина зарабатывает деньги, обеспечивает сам дом, значит, он хозяин, а девушка, она обеспечивает мужчину, чтобы он смог все это сделать. Я. Мужчина. Мужчина, наверное. Родные, муж, мама. Старший мужчина. Я думаю, мужчина. Ну что ж, если в США и Европе семейный адвокат ведет дела всех членов семьи и помогает решить текущие вопросы, в России такая практика пока не установилась, и к семейным юристам обращаются в те моменты, когда без суда разрешить конфликт
уже невозможно. Ну, эта тема действительно очень актуальна. Предлагаю узнать, какую помощь может оказать юрист в делах семейных у нашего гостя Руслана Джоева. Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте. Скажите, Для в каких начала. случаях обращаться к юристу, если тема семейная? То есть это ведь не Проблемы только семейные. да, расторжение брака, как многими принято считать, и урегулирование каких-то конфликтов. Это еще и ряд других очень важных вопросов, которые хочется сегодня осветить. Ну, по практике чаще всего люди обращаются, допустим, если вопрос касается раздела имущества, и самый основной вопрос — это еще вот раздел детей, то есть с кем будет проживать ребенок. Вот в этих случаях, как бы, да, обращаются к юристу в основном. Вот что касается вопросов о детях, очень таких щепетильных, и пока готовилась, я поняла, что больше всего именно в этой сфере волнуют людей вопросы выезда за границу детей. Чтобы после того, как мы расторгли брак, что нужно для того, чтобы ребенка вывести за границу на какое-то время на отдых, например? Да, по семейному кодексу родители имеют равные права в воспитании своего ребенка, поэтому, чтобы вывести ребенка за границу, надо согласие второго родителя. То есть письменное согласие. Да. Если не дает нам второй родитель согласия, как мы можем поступить? Можем ли как-то оспорить в этом это? порядке, в этом случае у нас есть суд, и именно когда вопрос касается, с кем будет проживать ребенок, то эти вопросы рассматривает суд. Вот, и уже суд решает. А если еще ребенку исполнилось 10 лет, то с этого возраста уже учитывается имение ребенка. Вот, поэтому, если суд разрешил это все, то можно вывести ребенка за границу. А какие документы для этого необходимы? Загранпаспорт на ребенка, чтобы он был уверен, загранпаспорт родителя, чтобы ребенок был вписан туда, и фотографии вы, в принципе. А какое-то письменное заявление должно у нас быть с собой по согласию второго родителя? Да, должно быть с собой, да? Конечно, да. Хорошо. Как поступить, если, допустим, один из супругов не дает согласия на выезд ребенка и при этом алименты платит нерегулярно? Опять-таки, когда вот суд принимает решение, он там в решении оговаривается этот порядок проживания ребенка с одним и со вторым родителем. Поэтому, если в судебном решении это прописано, то уже второй родитель как бы не имеет права мешать первому заниматься его обязанностями по воспитанию ребенка. Поэтому он смело может выезжать за границу. А часто ли в нашей республике составляются брачные контракты? Вы знаете, тенденция, не часто, но все-таки есть уже, да, потому что, там в этом условии ничего страшного нету, брачный контракт, он предусматривает возможность в дальнейшем обезопасить как и одного, так и второго супруга. То есть в брачном контракте прописывается, какое имущество после развода будет делиться между супругами. То ли это будет имущество, которое нажито в браке, либо до брака то, что нажито имущество. Вот, поэтому, Вы за юрист, такую практику? Я как юрист советую составлять ее, потому что пока люди влюблены, они как-то смотрят на жизнь одним взглядом. Потом, когда уже семья складывается, то возникают неприятные моменты, и уже все может быть не так радужно. А если с другой стороны посмотреть, может быть, это какой-то более меркантильный взгляд на отношения, нет? Нет. Чтобы потом не было таких споров о разделе имущества, лучше, на мой взгляд, как юристу, заранее все прописать, оговорить, и чтобы потом не было вот этих всех судебных разбирательств. Вы как истинный юрист отвечаете, конечно. А скажите, допустим, если оформили ипотеку, молодая семья оформила ипотеку, а после последовал развод, вот как здесь быть? Опять-таки, вот вернемся к тому вопросу насчет договора брачного. Вот это все можно прописать в брачном договоре. А как можно заранее? Как если мы не подписали контракт, такой что делать? Нет, если вы не подписали контракт, то опять-таки ипотека бралась на супругов, поэтому они в равных долях должны выплачивать его. А вот, к слову, о брачных контрактах вернемся. Кто чаще бывает инициатором заключения, мужчина или женщина? Тут из ситуации все нужно исходить. Вот на вашей практике? На моей практике чаще бывают мужчины. Да. Вот так. Да. Хозяин в доме. Вот. А скажите, какие права на жилье имеет ребенок после развода? Кстати, вот в законе прописано, что при разводе ребенок — это одно из основополагающих прав ребенка на жилье. Поэтому при разводе должны учитывать именно
права ребенка на жилье. Поэтому, когда суд решает вопрос, с кем останется ребенок, с отцом либо с матерью, вот как раз-таки вопрос жилья является тоже немаловажным фактором. Вот. Поэтому ребенок в любом случае будет обеспечен жильем. Мы сегодня обсуждаем такую очень интересную и щепетильную достаточно тему главенство в семье. Вот на ваш взгляд, уже не на профессиональный, а на ваш мужской взгляд, кто все-таки должен занимать лидирующие позиции, главенствующие в семье? Ну, исходя из нашего менталитета, ну, я не думаю, я уверен, что мужчина, конечно, должен возглавлять главенствующую роль в семье. Как бы он основополагающий всего, поэтому мужчина, конечно. А в женщине как при этом чувствовать себя гармонично и комфортно? Ну, не зря же говорят, Как что... должны, вот, на ваш взгляд, роли в семье правильно Ну, не зря же выстраиваться? говорят, что за любым успешным генералом стоит его жена. Поэтому вот жена — это вот такой человек, который тебя всегда поддерживает в любую трудную минуту, но который остается незаметной. Вот. Поэтому она играет очень важную роль в жизни, в карьере любого мужчины. Равное партнерство. Это Да, то, что я на самом деле хотела маяк услышать. в жизни Да, мужчин. все верно. Спасибо Спасибо вам за ваши большое. профессиональные советы и за то, что, в принципе, поддержали нашу беседу и поделились своим мнением. Спасибо большое. Спасибо вам большое. А у нас небольшая реклама. Вопрос, который мы сегодня затронули в качестве темы эфира, поссорил множество пар. Традиционно главой семьи был мужчина, но современное развитие общества привело к тому, что часто пара делит ответственность и обязанности пополам, или место у руля занимает женщина, к чему это приводит, и кто должен быть главным в семье, узнаем у психолога Аланы Дауровой. Алана, здравствуйте, проходите рада вас к нам. видеть, присаживайтесь. Ну, начнем с самого важного, самого щепетильного вопроса, который является темой нашего сегодняшнего эфира. Кто же, на ваш взгляд, в доме хозяин? Здравствуйте еще раз. По традиции уже исторически сложилось такое мнение в быту, что в семье главный мужчина, но на практике не всегда получается так. Почему это так не получается? Потому что в семье некоторые женщины берут на себя лидерские качества. То есть женщина радуется, когда когда стоит выбор перед ней, когда ее решением пользуются, то есть она бывает рада, вот то, что я скажу, это и будет. Но она принимает решения в каких-то конкретных вопросах. А далее уже переходит выбор и ответственность за всю семью на ее плечи. Ну, потом уже семейные хлопоты, и уже не радует это никакую женщину. Поэтому, на самом деле, для того, чтобы были здоровые семейные отношения, необходимо правильное распределение всех ролей между супругами. То есть взаимопомощь, взаимоподдержка – это необходимость. Сейчас. Алана, а ваши пациенты к вам обращаются вот с подобными проблемами? Обращаются, и довольно часто бывают такие запросы, потому что взаимопонимание уходит вглубь, никто не хочет говорить открыто и выносить эти проблемы, то есть разглашать даже между собой. Они лучше будут молчать, а из молчания выходит просто конфликт. А что же все-таки делать вот с этой вечной борьбой за доминирование в семье? Нужно в первую очередь, как я уже сказала, распределить правильно роли, чтобы никого не оскорбить. А как их правильно распределить, когда роли женщина или сейчас обязанности? тоже И имеет обязанности, очень и много, если раньше, то есть мужчина был добытчиком, да, как мы уже ранее обсуждали, и его основная роль в семье заключалась в том, чтобы ее прокормить, чтобы обезопасить ее. Роль женщины тогда у нас ограничивалась тем, что она хранит семейный очаг. Сейчас роль женщины стала более масштабной и вышла, наверное, где-то примерно наравне с мужчиной, да? Потому То есть что женщины вот здесь сейчас как в быть? 21 веке хотят тоже реализовываться, хотят добиваться чего-то, хотят достичь и показать свое «я». Это я считаю правильным. Выделим демократический стиль поведения в семье супругов. Вот это я сейчас считаю наиболее правильным стилем поведения. То есть супруги вместе решают, что делать, как делать, вместе обязанности семьи на их обоих. То есть совместное равное решение. партнерство, да? Равное партнерство в любом случае необходимо, конечно. Если лидер в любой семье, конечно, есть лидер, как и в коллективе, в обществе, да. Если лидер не считается с мнением другого человека, естественно, опять получится межконфликт между ними. А вот на почве чего еще возникают конфликты?
То есть это может быть... Может быть, в быту, в материальных. бюджет, да, то есть причина может быть настолько разной, что даже в каких-то мелочах, там, уход за детьми, по дому, что-то, Вот, да. кстати, появление ребенка как-то меняет отношения между Конечно, супругами? меняет. Даже вот семейные люди, да, которые уже семейные люди, они меняются резко, будучи не семейными. Уже какие-то обязанности на их плечи ложатся, и уже надо принимать решения. Многие мужчины не бывают готовы принимать решения. Это женщин тоже усугубляет их отношение к ним тоже. Но в ту же очередь хочу женщинам тоже пожелать, чтобы они... Мужчине необходимо, чтобы он чувствовал, что в нем нуждаются, что в его решении нуждаются. То есть не так вот он сказал, но все равно сделали по-своему, а именно, что в нем нуждаются, в его мнении. Что касается такого тоже достаточно щепетильного момента, но важного внутри семьи, это бюджет семейный. Вот кто должен его вести, как его нужно грамотно распределять, кто должен быть за это ответственен. Ведь часто мужчина отдает деньги супруге, не значит, что он все оставляет себе и сам распоряжается. То есть, как говорят женщины, мои деньги — это мои деньги, а его деньги — это наши деньги. Это правильно? Ну, вы знаете, тут каждая семья решает по-своему, да? Так как и в ваших семьях, наверное, каждый решает по-своему, как нам удобнее, так и делаем. Но на самом деле, если чисто с психологической стороны подумать, то бытует мнение, что совместный бюджет, он необходим и должен быть в любом случае. Но совместный как? То есть мужчина туда пополняет копилку, а женщина все достает, так тоже в конце бывают конфликты. Да, поэтому, чтобы и женщина себя чувствовала какой-то необходимо важной, и мужчина, они должны вместе совместно. О чем мы и говорим, демократия должна жить и в семье, и везде. А скажите, отношения между родителями супруга или супруги как-то влияют на отношения в семье? То есть ту модель поведения, которую мы можем видеть в наших семьях, в которых мы росли, как-то она может повлиять на мое поведение внутри уже моей новой семьи, условно? Это неоднозначно влияет, так как уже и на практике мы и по себе знаем то, что ребенок, начнем с ребенка, то, что ребенок видит в семье, то, какие навыки, умения он получает в семье, он переносит уже в свою новую семью. Если он ничему не научился в своей старой, скажем так, семье, да, что он перенесет в новую семью. Если был разлад, конфликты, скандалы, то это все выносится во взрослую жизнь, и в новой своей семье будет то же самое, та же тематика, у него те же проблемы. А скажите, существуют ли вообще идеальные отношения и какова вообще их модель? Какие они? Вы знаете, идеальных отношений как таковых, наверное, нет. В любых отношениях конфликт должен быть. То есть конфликт — это разногласия двух сторон. Если конфликта нет, разногласия нет, это значит роботы просто безэмоциональные. То есть это нормально, не стоит этого пугаться. А как правильно просто выходить из конфликтов? Надо регулировать правильно, да. То есть конфликтная ситуация возникает, правильно регулирует, и получается не проблемная семья. Как бы со стороны кажется, что у них никогда не бывает конфликтов, полная идиллия. Все потому, что они друг друга чувствуют и умеют правильно регулировать свои конфликтные моменты. То есть это что, умение идти на уступки партнеру? Компромиссный момент в любом случае, конечно, без компромисса как в семье, так и в обществе невозможно жить. А сколько примерно должно пройти времени, чтобы люди стали себя чувствовать, как вы сказали? Это у всех семей по-разному. Бывает кризис 1 года, кризис 3 лет, да, и есть кризисные моменты в каждой семье. Одна семья переносит этот кризис в 1 год совместной жизни, кто-то переносит в 3 года совместной жизни. Многим хватает небольшое количество времени, чтобы узнать друг друга получше и уже знать, как отреагирует другой на ее поведение или на его поведение, и уже друг друга чувствуют. Каждому необходим свой момент, чтобы понять это. То есть это индивидуально. Спасибо большое. Как всегда, очень интересно, Алана. Были рады вас Спасибо видеть. вам. И приходите Спасибо снова большое. в гости. Спасибо. Спасибо вам большое. А у нас... Так как наш эфир посвящен семейным отношениям, к нам в студию заглянули две прекрасные пары, Белла и Валерий Куроевы, Дзамбулат и Элина Баева. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада вас видеть. Так приятно на вас смотреть. Расскажите, какой срок вашей семейной жизни? Мы, наверное, начнем со старших. Ну, обычно с мальчиков начинается. Ну, ничего. Скоро 51 год. Как здорово. А у нашей молодой пары?
У нас всего лишь 1,5 года. Какая разница? Да, ну мы, конечно же, вам желаем даже еще больше прожить Спасибо душа в душу, большое. так как наши Берите пример. гости. Но Мы сегодня всем желаем. такую щепетильную тему обсуждаем — главенство в семье. Вот кто в вашей семье главный? Мужчина. Всегда это, да, всегда мужчина главный в семье. Но мужчина тоже без... Женщины никуда. Да, правильно, потому что... А в каких случаях вы прислушиваетесь к Белле? Бывает такой трудный вопрос. Вот, и, допустим, Посоветуемся. как установить, допустим, мебель, как там... Бытовые какие-то Да, вот моменты. такие вопросы. Я бы, допустим, по-моему, так считаю, так хорошо. Но потом она расскажет, пока скажет. И я согласен, да, так лучше. То есть приходится объяснять, почему? Да, ну бывает так, Ну, правда. бывает так, что я тоже отказываюсь, но она все равно делает А в чем по-своему. секрет? Как сделать А так, когда- чтобы мужчина был доволен, но и при этом, чтобы мнение женщины учитывалось всегда? Женщина Мягко как-то. может, да. Бывает так, вот я что-то вот хочу, вот что-то поменять, изменить, ему скажу, он сразу нет, потому что возиться не хочет. Я уже привык так. А потом уже как-то доводы, а вот так вот ты представь, вот так, и он соглашается. Ну, потихонечку, не так вот сейчас и сразу. То есть И приходим женская к сила в общему. мягкости, в нежности Конечно, больше. да, Так, да. мы с Элиной и Зариной, я думаю, запомнили. Как дела обстоят с главенствованием в молодой семье? Приходится ли авторитет свой доказывать? Авторитет уже был давно доказан, когда еще, наверное, люди встречаются, он зарабатывает этот авторитет. Ну и, наверное, первый год бывает самый сложный в отношениях. Вот. А последующие уже это на опыте, как говорится. Но я считаю, мужчина — это такое основополагающее звено в семье. Он глава семьи, он отвечает за все в семье. Вот. А женщина — это как бы как помощник. То есть, Которая направит, подскажет. да, которая подскажет, какие, ну, допустим, наши, как бы, грубо говоря, обязанности вообще поделены, да, то, что касается мужской линии, мужских обязанностей, там, это выполняю я, то, что касается хозяйства, выполняет она. Вот. А так, я считаю, в каждой семье должна быть идиллия, должен быть порядок, и все будет хорошо. Белла, а долго ли вы искали эту идиллию? Вы знаете, вот если так сказать, я его давно знала. Я его знала, мне 10 лет было, ему 14. И как-то я его видела, знала, но правда так вот по характеру и все, я это же все не знала. И вот как-то мы как-то сразу вот поняли друг друга. А часто говорят, что люди в браке меняются. Нет. Это неправда? Нет, он Ну, наоборот... у нас ничего не поменялось. Мне кажется, даже лучше. В лучшую как-то, сторону. Да, конечно. Теснее А потом еще, чем больше живешь, тем более привязанными делаются. Вот я тоже хочу это отметить. Да. Я изначально, когда мы вот начали жить, я готовилась, что с каждым днем все будет хуже, как-то более это все. А оказывается, с каждым днем все крепче и крепче становится. Это и так. больше друг друга понимаем. И, наверное, это зависит. Первые дни все А равно... еще когда как бы не хотели, но первые дни все равно какие-то трения. Да, Притирка такая, да, некая друг к другу. И вот это потихонечку это все почищается. И потом уже... Элина, вот у вас хочется спросить. Приятнее быть все-таки за мужчиной или с мужчиной наравне? Вот роль женщины. Ну, вообще, наверное, любая другая бы ответила наравне. Ну, в моем случае приятнее быть за, потому что он надежный, мне как-то спокойней бывает, он в каких-то таких даже женских моментах, он мне даже советует, в общем, это очень приятно. То есть к советам прислушиваешься? Да, так, конечно же, у нас и решения бывают обоюдные, и все остальное. Вот сейчас с психологом обсуждали, что в каждой семье бывают какие-то кризисные моменты, и каждый их проживает по-разному. Вот все-таки как душа в душу, так как ваша семья, прожить столько лет,
И как выходить И не из каких... составлять брачный Я не договор. знаю, я вот всегда беру за основу любовь, уважение и доверие. Доверие. Вот эти три Даже здесь кита, так единогласно сказать. Да, отвечаете. да, это правда. Это Если я, доверие допустим, не обязательно. уважаю, как и разговор у меня совсем другой будет, Да, конечно. доверие. Вообще в семье должно быть уважение, в любой семье, между всеми. А если во всем что-то там подозревать что-то, так это вообще не жизнь же. Доверять надо. Вот сказал он мне вот так. Я считаю, что да, значит, это было так. Домысливать уже что. И мы вот так вот живем, 51 год. А как же доверяй, но проверяй? Ой, нет, это не в моем случае. Вот проверять. Я Не ему практиковали верю. никогда. Да, никогда проверять. Вот он мне как сказал, я считаю, что мы как-то никогда не обманываем друг друга. Не обманывали никогда. Какой смысл? Как есть. А вот скажите, а во время ссоры кто первый идет на примирение? Вот тут уже я. Наши семьи очень похожи. В нашем случае тоже Да. так. Ты очень вспыльчивая, эмоциональная. Потому что они умеешь слишком потушить. бывают. А Когда я вы- молчу тогда. А я как загладить молчу. вину? Там подарки, сюрпризы? Ну, бывает, да. Ну, мне кажется, он Я в больше жизни 2 делает. раза дарил цветы. Вот так вот. У вас еще есть много лет, чтобы исправиться, или вы относитесь к Я этому тоже всегда спокойно? стеснялся эти букеты покупать. Первый раз я вообще их завернул так в газеты. Вообще непонятно. Конспирация. А второй раз, когда что-то у нас там получилось, я был неправ, конечно. Пошел тогда букет купил. А вы больше не намекали на цветы? Мне кажется, для Беллы главное все-таки любовь, и она ее чувствует и без слов. Да, да, вот это самое главное, правда. Это так. Он бывало отсутствовал, у него работа такая была. Он мог месяцами дома не быть. И как тут, вот он приедет, мне рассказывает о работе. Он бурильщиком работал, воду бурил. В других этих тоже. В Ставрополе, Да, вот там таких дальше местах. тоже. И вот что, вот как есть, вот расскажет мне, вот что там домысливать, что. Конечно, если воображение у тебя такое, ты ему не веришь. Это при том, что то- связи такой не было, как сейчас у нас. То есть вы Не было. и это тут время не телефонов общались Ни вообще? не телефонов, было. ничего, конечно, нет. Ты вообще А у нас- ничего не слышишь. Я даже и не знала временами, где он находится. Вот если что, искать его, и то даже могла не А у знать. нас где он. и практикантки были с России, девушки, ребята с Африки, негры. Все понимали друг друга, понимаете? Но всегда возвращались в дом, в котором вас любят, ждут, Да, и в вас И я верят. всегда приезжал каждый четверг. Я знал, что на столе 3 пирога. Я на работе, 3 пирога на Все столе. на столе. Я мог с кем угодно домой Зайти. прийти. Так приятно за вами наблюдать. Мы желаем нашей молодой паре такой же идиллии, такой Мы же тоже им гармонии. такое желаем. И вам, как минимум, еще столько же лет, чтобы вы вместе душа в душу стараемся. прожили. Да, И спасибо большое, что пришли сегодня к нам в студию и осветили И вам ее, мне спасибо. кажется, И вам семейным спасибо, теплом. И вам Спасибо. желаю. Желаем вам тоже приобрести. Счастливой Если жизни. нету, а если есть, то также. Спасибо. Ну, надеюсь, спасибо вам благодаря вашим огромное. мудрым советам у нас тоже все будет хорошо. Будем Всего вам надеяться. доброго. Спасибо большое. Наш эфир подошел к концу. Желаем и вам хорошего дня и отличного настроения. Это было дневное шоу «Между делом». Увидимся совсем скоро.